Полевые работы давно завершены. Сейчас проходит второй этап. Траву на полях косят, приводят в порядок близлежащие территории, готовятся к лечению цитрусовых. Например, у мандаринов 2 волны роста. Первая в конце марта, в апреле. Вторая летом, в середине августа. А значит, именно сейчас нужно все успеть подготовить. Наше хозяйство имеет 92 гектара, 42 тысячи корней. В данный момент мы завершаем первую косьбу. Буквально вчера мы закончили опрыскивание. Мы опрыскивали сероизвестковым отваром. В данный момент плоды у нас хорошие, мы их удобряли, вносили селитру с расчета 1 килограмм на корень на всю площадь. И где молодая посадка, сейчас мы первую тохунку провели. После косьбы мы, вот видно, опять корни почистим и покосим. Рабочих на поле в дневное время не бывает, слишком жарко. Косить они начинают в 5 утра и к 11 часам заканчивают. Уже через пару недель здесь приступят к лечению мандарин. Применяют микроудобрение «Биоплант», в котором 13 так необходимых цитрусу микроэлементов. Все деревья очень старые, самым младшим более 45 лет. Эти мандарины были посажены в 60-е годы прошлого века. Основная работа у нас еще через месяц будет. Третье лечение – это эмульсия цинеба и яд. 3 компонента. В данный момент мы занимаемся основной косьбой. Косьбу закончим, через дней 15 начнем вторую косьбу, чтобы успеть опять к лечению, и это же дальше идет к сбору урожая. У нас работает человек 30, в общем, работает. Это косари, это трактористы, это лечильщики. Допустим, на одном тракторе 5 человек, у нас 3 трактора работают, уже 15 человек. Косари, мы свои косари есть, кто косит, приходит, помогает с соседнего села. Мы оплачиваем за гектар 5000 рублей ежемесячно. Около 4000 гектаров сельскохозяйственной земли уже вспахано. Работы проведены при помощи местных МТС. Хоть техника иногда и подводит, как-никак 7-8 лет эксплуатации, с поставленной задачей справились в срок. А заодно и помогали разгребать завалы после наводнений. Техника старая, часто ломается, приходится ремонтные базы не хватает у нас. Запчастей, хотя государство мы все время постоянно поддерживаем МТСы, приобретаем им какие-то возможности, значит, запчасти. Но тем не менее этого недостаточно, потому что сама техника уже устарела. Ставится вопрос президентом даже о том, что та техника, которая сегодня есть уже еще работает, но хоть она устарела, но ее можно будет как бы передавать тем участкам, населению, но при обновлении машино-тракторного парка, который сегодня существует. У Минсельхоза Абхазии есть несколько проблем. Ключевые 2 – сельхозтехника и фруктовые хозяйства. И если с первым вопросом все более-менее налаживается, то дальнейшая судьба садов все еще не определена. Взять, к примеру, агрофирму «Кудры», которая уже более 3 лет занимается выращиванием яблок разных сортов. Задолженности по заработной плате были большие, из них 40 миллионов рублей уже выплачено. Но этого, увы, недостаточно. Деревья нуждаются в лечении не менее 15 раз за год. А средств у руководителей хозяйств давно нет. Вот почему вместо 30-50 человек здесь работают всего 2 – охранник и руководитель. При этом сад не заброшен, деревья в отличном состоянии. Но дожди сделали свое черное дело, и по факту сладкие яблоки в своем большинстве нетоварного вида. Сегодня, конечно, результаты, к большому сожалению, не те, которые, допустим, мы ожидали. Было много встреч и с нами в Минсельхозе, с руководством страны. Принято такое решение передавать их в районы. А районы непосредственно будут заключать уже договора с руководителями групп, и в долгосрочную аренду они останутся у них. Похожая ситуация и в других хозяйствах, которые остро нуждаются в помощи государства. Подобных агрофирме «Кудры» фруктовых садов в Абхазии десятки. Уже в ближайшее время государство примет по ним решение и постарается сохранить то, что пока еще возможно. Нисфарш Басаид Айба, Абхазское телевидение.